Уважаемые друзья, сердечно приветствую вас, участников юбилейной 10-й Российско-Киргизской межрегиональной конференции. В этом году она посвящена прежде всего развитию промышленной кооперации. И поэтому вполне логично, что вы встречаетесь в Джалалабаде, индустриальном центре Киргизии. По традиции на конференции собрались главы регионов, парламентарии, руководители министерств и ведомств, представители деловых, экспертных и общественных кругов двух стран. То есть те, кто на повседневной основе занимается практическими аспектами всего комплекса дружественных российско-киргизских связей и, в частности, их торгово-экономической составляющей. Не может не вызывать удовлетворения, что межрегиональное сотрудничество охватывает подавляющее большинство субъектов Российской Федерации и все 7 киргизских областей. При этом с российской стороны заметную активность проявляют Москва и Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, Оренбургская и Челябинская области. Важно, что в такой деятельности регионы опираются на помощь и поддержку правительств России и Киргизии. Содействие укреплению межрегиональных торговых связей оказывается российским экспортным центром. Во многом благодаря этому взаимная торговля регионов диверсифицируется и устойчиво растет. И в целом, по итогам 2022 года, двусторонний российско-киргизский товарооборот увеличился на 37% и достиг 3,4 миллиарда долларов. А в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос еще на 17,4%. Существенный вклад в межрегиональное сотрудничество, в установление прямых контактов между российским и киргизским бизнесом носит наша федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства. С большой отдачей работает и Российско-Киргизский фонд развития, по линии которого уже профинансировано более 3000 совместных проектов в реальном секторе экономики на общую сумму 520 миллионов долларов. В таких сферах, как добыча полезных ископаемых, создание фабричных производств, энергетика, транспорт, логистика. Думаю, все мы согласны с тем, что росту межрегионального торгового и промышленного взаимодействия в значительной степени способствовало вступление Киргизии 8 лет назад в Евразийский экономический союз. Евразийская интеграция приносит неоспоримые дивиденды всем странам-участницам и, конечно, Киргизии. Так, за прошедшие 8 лет ВВП республики и ее промышленное производство увеличились в 2,3 раза. Вдвое вырос объем экспорта. Активно привлекает кредитные ресурсы в Киргизию Евразийский банк развития, инвестирующий в крупные региональные инфраструктурные проекты, такие как реконструкция Токтагульской ГЭС и автодороги Бишкек-Ош. На средства Евразийского фонда стабилизации и развития идет технологическое обновление Камбаратийской ГЭС-2, система водопользования в Волжской области. Помимо экономики, межрегиональное сотрудничество, естественно, охватывает и гуманитарную сферу. Российская сторона помогает киргизским регионам в совершенствовании системы среднего образования. Всего в ближайшие несколько лет Россия планирует построить 9 школ во всех 7 областях и 2 крупнейших городах Киргизии. В них будет обучаться более 11 тысяч учеников. Уместно напомнить, что 1 сентября мы вместе с президентом Киргизии дали старт строительству первых 3 таких школ с обучением на русском языке в Бишкеке, Баткене и Караколе. В киргизских регионах открываются филиалы российских вузов. В Оше центр МГУ имени Ломоносова. Готовится к открытию филиал МГУ в Караколе. А в рамках проекта «Российский учитель за рубежом» в этом году в Киргизию для работы в школах направлено около 120 педагогов из России. Уверен, что все эти вопросы будут в поле зрения проводимого на днях в Оше 3-го форума ректоров вузов России и Киргизии. И в завершение хотел бы еще раз отметить, что в стратегическом партнерстве и союзничестве России и Киргизии регионы играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов наших стран сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия. Естественно, будем поддерживать все ваши полезные начинания. Убежден, такой настрой разделяет и уважаемый Садыр Нургажоевич Жапаров, и все руководство Киргизии. Хочу пожелать участникам конференции и ее организаторам плодотворной работы и успехов. Благодарю вас за внимание.